В неформальной обстановке за чашечкой чая в преддверии Дня России глава республики Махмуд Али Калиматов за круглым столом обсуждает с членами Общественной палаты важные и актуальные вопросы. Ингушетия сегодня республика, где в первую очередь прислушиваются к мнению жителей, а члены Общественной палаты выступают проводником между народом и властью. И вся работа должна быть направлена для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения. Понимаете, немножко надо вот эту плоскость житейскую до глазди знаха. Понимаете? Меня волнуют жители. Искренне вам говорю. Нахби халбух. Вы не представляете некоторые семьи, которых я знаю, мел халбух. Общественная палата в новом составе работает уже год. Каждый из сотрудников курирует определенное направление. Среди общественников, директора школ, военнослужащие, старейшины, люди, которые работают в системе труда и социального развития, а также здравоохранения, культуры и образования. Председатель Общественной палаты Ингушетии Лейла Амирханова подробно рассказывает главе республики о приоритетных задачах общественников и подводит небольшой итог работы ведомства и поздравляет с наступающим праздником. Всех поздравляю с завтрашним праздником, с Днем России. Мира, конечно, процветания нашей маленькой и гордой Ингушетии. Мы всю жизнь были и будем в составе России. И, надеюсь, победа будет все равно за нами всех. Хочу сказать про своих коллег. Нынешний состав Общественной палаты был создан 28 июня прошлого года. Вот буквально через 2 недели, наверное, нам будет год. В составе Общественной палаты входят 6 комиссий. Это комиссия по культуре, по здравоохранению, я просто полностью название не называю, по патриотическому воспитанию, по развитию гражданского общества, по экологии. Глава республики всегда открыт к диалогу и поддерживает важные проекты, идеи и начинания. Лейла Амирханова вручает Махмуду Али Калиматову благодарность от Общественной палаты за поддержку в их работе. Махмуд Али Калиматов отметил, что Ингушетия сегодня лидирует по самым разным направлениям развития. Регион прошел через определенные сложности: погашение задолженности, возвращение имущества в республиканскую собственность. Глава субъекта отдельно остановился на судебных вопросах. Юристами администрации главы и правительства проделана колоссальная работа с недобросовестными подрядчиками, с приватизацией земель. Махмуд Али Калиматов отметил, что региону удалось завершить строительство школ и детских садов-долгостроев. Сейчас там учатся наши дети в современных и комфортных условиях. 5-6 объектов строят там в другом регионе, ну, школы, детские сады. Ни один не сдали за 6 лет. А у нас более 100. Ну, вы живете, знаете, под ключ, сдаем. Ни один объект. Еще брошенных 25 достроили. 8 тысяч рабочих мест мы сделали для наших сестренок, снох, мам. Понимаете? Чертик ще дарья, ще юрт в районе, ще Болгара, чьоги. И кто, я не знаю, вот вы же живете, школы, детские сады, вы же видите, вот. Азиан, ол, ма да толто, недостаток поля, я не принимаю. Поэтому не то, что вот у нас нет там проблем, но в этой части жестко очень. Особое внимание в Ингушетии уделяют нашим защитникам Отечества, которые сейчас на передовой, и их семьям, а также тепло и заботу в благословенные дни дарят многодетным и малоимущим семьям. По поручению главы Ингушетии в преддверии Гурба раздали более 5000 голов мелкого рогатого скота для совершения обряда. Эта добрая инициатива главы республики стала уже традицией. Мы все делаем для них, что можем и не можем даже. Сейчас повторно все сделаем. Понимаете? И их семьи. Министр здравоохранения, Минтруд, Минобразования, каждый участковый врач закреплен за каждой семьей, каждого паспорт. То есть вот это тоже цена хаждезвы. Цена зиадацис, ну дохождя мы сделали так, что беженее 300 тысяч от головы туда. Всем погибшим. Цавитовать.
Далее глава республики Махмуд Али Калиматов дал возможность рассказать подробно о своей работе членам Общественной палаты, а также задать интересующие их вопросы. Я вам, как председатель ОНК, это Общественно-наблюдательная комиссия по заключенным, докладываю, что у нас в республике нет нарушений. Вы буквально 2 дня назад или 1 день назад утвердили нового руководителя СИЗО ОФСИ в республике. Так вот, у нас нет никаких нарушений. Мы проверяем практически ежеквартально, в 1 квартал мы 2 раза проверяем наше СИЗО, нет жалоб. Я являюсь директором реабилитационного центра Магаса. Я не общалась с центром. Цена авиация Шиподуш, в первую очередь, Хамбартура, в 2023 году локомотив аппарат. А ближайший аппарат такого типа был в Ростове, был в Москве. Если раньше наши дети вместе с родителями выезжали за пределы республики, теперь к нам приезжают. Вот с 2024 года дети приезжали в Ярославле, Башкирии, Вологда, Ставропольский край, Дагестан, Краснодарский край. Якутия. Вот с начала этого года, в конце прошлого года с Якутии приезжали дети на реабилитацию. Махмуд Али Калиматов отметил, что лично приедет в реабилитационный центр и посмотрит условия лечения детей. В завершении встречи за ответственный подход к своему делу и плодотворную работу председателю Общественной палаты Ингушетии Махмуд Али Калиматов вручил почетную грамоту. Махмуд Али Калиматов отметил, что проводить такие встречи постарается чаще. Выразил огромную благодарность за работу на благо нашей Родины. Ирина Цичуева, Сулейман Костоев, Магас 24.